Со вчерашнего дня, ввиду тяжелейших, сложнейших ледовых условий, мы прошли где-то около 3 километров. Нам осталось пройти 33 километра до места назначения. В настоящее время ледокол «Капитан Бабичев» находится на нижнем караване ожидайской базы технической эксплуатации флота. Это на 1627 километре реки. До пункта назначения осталось пройти 33 километра. Затор, образовавшийся в Табаге, находится на 1660 километре. Нам осталось пройти еще где-то порядка 2 километров, но здесь более или менее ледовая проходимость стала полегче, чем было в предыдущие 3 километра. Капитан Бабичев прорывается уже чуть с большей скоростью, чем мы и шли ночью, и вот вчерашний день. В районе Табаги затор, по нашим данным, составляет более 3 километров, но пока мы сами не увидим, наверное, пока загадывать не будем, сколько он, какой протяженности, но вот по предварительным данным 3 километра. Сейчас я по времени, когда мы будем на месте назначения, не могу говорить, потому что впереди еще 2 километра сложнейших ледовых условий надо преодолеть, поэтому как только выйдем на чистую реку, уже немного картина будет яснее. В районе Табаги ледокол «Капитан Бабичев» справится с поставленной задачей, поскольку там лед не такой загроможденный, как здесь, где мы сейчас стоим. Да, здесь дело в том, что расколотый нами лед, ледоколом лед скапливается, концентрируется в одном месте, ему некуда уходить. Потом постоянно вода падает, уровни воды здесь, именно на нашем участке падают, лед скапливается, лед остается, и таким образом образуют прямо непроходные пути. В этой связи ледоколу приходится сначала прокладывать себе путь, раскалывать лед, потом отодвигаться назад и снова идти вперед, уже чуть-чуть меняя направление и создавая тем самым условия для расколотого льда, куда бы мог отойти этот лед. И вот по более-менее расчищенному пути мы уверенно идем вперед. А там, в Табаге, где затор, прогнозируем, что лед не такой густой, как вот на этом участке. Пока о результатах проведенных взрывных работ мы говорить не можем, потому что еще пока не дошли до места проведения этих работ, но насколько я могу смотреть отсюда, лед как стоял, так и стоит. Да? Мы вот с биноклем смотрим сверху. Продвижений на месте взрыва отсюда не наблюдается, поэтому говорить о том, что эффективно они или неэффективны, пока рано.